Стадо коров из Соединенных Штатов получило российскую прописку. Место жительства сменили 730 животных. Они покинули родной Техас за внушительные откупные – $4000 за каждого. Однако уже скоро поголовье увеличится вдвое. Каждая корова даст потомство. Добираться до незнакомой Карачаево-Черкесии пришлось почти месяц. Максим Березин встретил легальных мигрантов. Путешествие по океану для них стало одним увлекательным приключением. Судно угодило в жестокий шторм, 25-дневный морской путь из Техаса в Новороссийск сильно затянулся, и в результате корабль едва не превратился в плавучий роддом. Драматическую ситуацию явно спас ковбойский характер буренок. Преждевременные роды у всех 730 стельных, то есть беременных коров, к счастью, не наступили. В порту Новороссийска, правда, были скупые слезы и попытки прорваться на твердую землю через ветеринарные кордоны. Животные исключительно выносливые, приспосабливаются к любым условиям. В порту выносливых животных опять загрузили и повезли, на этот раз в Карачаево-Черкесию. В республике только что стартовала новая федеральная программа по развитию животноводства. Для этого в США закупили более 1000 коров абердин-ангусской породы. Каждая обошлась бюджету в $4000. В прямом и переносном смысле очень ценные коровки. Их главная миссия в Карачаево-Черкесии – улучшить сомнительную родословную местных буренок. Весь цивилизованный мир давным-давно пришел к пониманию того, что в пищу надо употреблять мясо, полученное от специализированного мясного скота. А не как принято у нас в России, к сожалению, многие годы, от выбракованного молочного скота. Так, уходите, скажите. Пока импортные буренки делают первые шаги по своему новому дому, свидетели исторического момента размещаются на заборах. Этим бодливым коровам рогов не дали американцы, прижгли на всякий случай в младенчестве. Мера не лишняя. Животные родом из дикой природы, и норов имеют соответствующий. Словосочетание «дикие коровы» само по себе кажется странным, но людей эти создания действительно видят во второй или третий раз. И заметно боятся, кстати. Американцам это не помешало установить каждой из них сразу 3 электронных чипа, чтобы беззаботную жизнь некогда вольной коровы можно было отслеживать во всех подробностях. В Карачаево-Черкесии эта опция, к сожалению, не работает. В Америке такие коровки постепенно привыкают к ласковым пастухам и шампуням. Буренка, согласно заокеанской философии, должна быть уравновешенной и приятно пахнущей. В Карачаево-Черкесии их, похоже, ждут суровые горские реалии. Я думаю, что они, конечно, там чистенькие были, аккуратненькие. Ну, пройдет время, в ближайшее время дождь сейчас обмоет, оботрутся, и они будут хорошие. Вот этот приплод, который мы получим, я думаю, в нашем регионе очень большим этим будет пользоваться. Мы по программе можем это отдавать фермерам, продавать другим предприятиям. Всех коров частные фермерские хозяйства государство передает безвозмездно. Покупать их за границей на свои деньги предпринимателям невыгодно. Животноводы, в свою очередь, должны приумножить поголовье настолько, чтобы в будущем племенные буренки паслись во всех уголках Карачаево-Черкесии. Максим Березин, Сергей Пикулин, Максим Ушанов и Сергей Полянский. НТВ, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия.